Если в том будущем, которого мы все ждем, некоторые регионы захотят все-таки отделиться от России, не дожидаясь реформ, их нужно будет отпускать или уговаривать? Мое мнение, конечно, уговаривать. И именно уговаривать, потому что люди имеют право решить, каким образом им устраивать свою дальнейшую жизнь. Базовый вопрос, что это должно быть именно решение всех людей, а не какой-то маленькой части элиты, которая решила устроить на той или иной территории свою личную кущевку, свое личное ханство. Никому в командовании вермахта в 1942 году и в голову не пришло предложить СССР и союзникам в оккупированной Бельгии, Норвегии, Украине или Белоруссии провести референдум, на котором жители оккупированных территорий могли бы проголосовать за то, чтобы жить или не жить под нацистами, где Геббельс со своей пропагандой уговаривал бы их остаться в составе тысячелетнего рейха. А почему? Наверное, потому что немцы понимали, что они оккупанты. Так чем же вы отличаетесь от нацистских оккупантов для оккупированных вами народов? Тем, что вы не 3 года, а 200-300 лет держите нас в своей тюрьме. Или, правильнее сказать, концентрационном лагере для народов. Или тем, что вы верите, что мы, в вашем понимании, низшая раса, которая должна служить вам до судного дня, а вы должны грабить наши недра, посылать наших детей, воевать за ваши новые лебенсраумы, как вы это делаете, всю свою историю. Кто мы лично для вас, гражданин Ходорковский, мы прекрасно знаем, благодаря Альбац, которой вы в интервью в 2013 году четко сказали. Я считаю войну вещью очень плохой. Но если речь идет о делении Северного Кавказа или война, значит война. Так называемым хорошим русским для подобного предложения стоило бы выбрать спикера поприличней, а не изображать Дона Вита Корлеоне словами «Я вам сделаю предложение, от которого нельзя отказаться, но назову его уговариванием». Вы с помощью штыков, ядер, огня, пулеметов, депортации и ковровых бомбардировок нас уже сотни лет уговариваете остаться с собой. Несогласные уничтожаются, а выжившие бывают вынуждены одобрительно кивать на ваши уговоры. Ну вот, прямо сейчас украинская армия занята ампутацией ваших клыков, а в обозримом будущем с помощью Всевышнего поломает вам обе челюсти и намотает седалищный нерв на шею вашей бесчеловечной и варварской армии. Теперь вы надеетесь нас убедить добрым словом, но без привычного для вас пистолета, поломанного украинцами. Так вот, хочу вас расстроить. Никто из народов бывшей России с вами не должен разговаривать. А вам лично и всем, кто мыслит вашими категориями, следует запретить пожизненно посещать наши страны, потому что вы такие же палачи, как и большевики, царский режим и Путин, которого вы начали дружно ненавидеть не за войну в Украине, а за проигранную войну в Украине. Да-да, мы знаем, что сейчас вы поднимете вой на тему несчастных русских людей, оказавшихся в Ингушетии, Чечне или Дагестане, мол, их бесценное мнение не будет учтено и их ждет по излюбленному шаблону дискриминация, фашизм и прочие ханства. Так вот, я вас могу сильно разочаровать. С ними поступят цивилизованно. Признаешь себя гражданином Ингушетии, Чечни, Кабарды, Дагестана. Сдаешь экзамен по языку, культуре и истории, живи со всеми правами и обязанностями гражданина. Нет, не хочется, хочешь великую Россию, Сталина, Вагнеров. На Берлин хочешь? Тогда чемодан, вокзал и ваш особняк, господин Ходорковский. Вы же не откажете себе подобным в квадратных метрах жилья. Просто примите тот факт, что оккупант, даже если он прожил 300 лет на захваченной земле, угнетая местное население, не имеет права решать, что будет с этой территорией. У вас есть огромная страна. Вам места хватит, а у нас есть свои родные земли. В отличие от вас, мы не хотим ни пяди чужой земли, не хотим зла ни Украине, ни Грузии. Мы не хотим захватить вас и потом проводить у вас референдумы, потому что мы отличаем свое от чужого. Мы не орда, не толпа, не стадо, а мы народы, выжившие потомки тех, кто веками сопротивлялся вам, сохранил свою веру, язык, традиции, несмотря на все ваши бесчеловечные эксперименты. Для нас выбор очень простой. Мы хотим одного – свободы. Свобода от оккупации России, так же, как вы хотели быть свободными от оккупации Германии, например. Это вполне понятная мысль, которую вы должны усвоить. И тогда наши народы будут спокойно и мирно жить рядом друг с другом.